Сегодня мы будем в гостях у регионального отделения Народного фронта. Но ведь на самом деле вы же общественный контроль от президента страны. Ну, конечно, основная уставная деятельность, она осталась прежней. Суть движения – это общественный контроль за исполнением майских указов президента. Это суперуказ так называемый, который связан с национальными проектами. Борьба с расточительством и с неэффективными тратами исполнительных органов власти. И правильно вы заметили, это в первую очередь общественный контроль за расходованием бюджетных средств, за реализацией национальных проектов непосредственно в регионах Российской Федерации. Но также мы реагируем на бездействие властей. И вот с этим-то как раз-таки, как правило, люди и обращаются. Можно сказать, как в последнюю инстанцию. Мы не подменяем ни в коем случае органы исполнительной власти. Сначала вы обращаетесь в органы. Если у вас проблема по линии ЖКХ, вы обращаетесь, естественно, сначала в управу, допустим, если это город Якутск, если это какой-то населенный пункт, в муниципалитет. То есть начинается все с низов. Если граждане не услышаны, если действительно нарушаются их права, то, конечно, мы готовы включаться и включаемся. Какие результаты уже? Если брать с июля месяца, у нас 4 обращения, которые были в наш адрес и которые нами были озвучены и опубличены, взяты на контроль главой Следственного комитета Российской Федерации. Соответственно, мы на сегодняшний день в плотном взаимодействии с прокуратурой республики. Общие знаменатели мы нашли, понимаем, как работать. Наши активисты на сегодняшний день и члены штаба работают в районах республики. Также прошли встречи с прокурорами районов: Нерюнгринский, Алданский и Ленский. В Ленске сейчас также плотно работают наши члены штаба. Оттуда очень много обращений пошло. Бывают, конечно, обращения, которые очень долго необходимо отрабатывать, и действительно бывает годами. Но вот в данном случае пример явный, что мы в июле тему поднимали по незаконному перекрытию дороги Крыжижановского в городе Якутске. Знали, что наконец-то завершились судебные слушания, и суд вынес свой вердикт о том, что одно из самовольных строений незаконно находится на земельном участке, который принадлежит мэрии. Естественно, он должен будет освобожден быть, дорога должна быть расчищена. И сейчас какие темы вы рассматриваете в своей работе? Ну, национальные проекты — это у нас ваш контроль, да? Да, это наш контроль. Это в большинстве своем переселение светхоаварийного жилья. Очень много вопросов. У нас много вопросов было по качеству строительства жилья. Это микрорайон Звездный. До сих пор у нас обращения от граждан идут. Мы реагируем, отрабатываем. Прокуратура подключилась. Исправления идут, может быть, не в тех темпах, которых бы нам хотелось, но мы понимаем, микрорайон полностью новый, и там есть определенные сложности. Я уверен, что с ними справятся. По крайней мере, мы за этим наблюдаем, мы это держим на контроле. Мне сказали, что результат конкретно это по предыдущему наводнению, да, помощь тем людям, которые должны были компенсировать. Да, это у нас Алекминский район, Первый Нерюхтяинск поселок. У нас 5 семей остались без включения в реестр пострадавших от наводнения, хотя их жилье было, как и у всех, затоплено. Почему они не попали в реестр, как выяснилось, что ссылался наш Минстрой на то, что они были застрахованы. Хотя страховки были абсолютно от иных случаев, от случая пожара, условно говоря, и от случая коммунальной аварии, но никак не от стихийных бедствий. Настояли на том, что люди точно так же имеют право на компенсации, и их все же включили в этот реестр, и мы теперь следим за тем, чтобы эти денежные средства были, сертификаты ими получены.
Самое главное, что мы добились, чтобы он был на бумаге, чтобы у людей это право было закреплено непосредственно в реестре. Мы же понимаем, что те вопросы, которые говорят о социальной справедливости, мы их не можем стороной обойти ни в коем случае. Поэтому мы в любом случае включаемся. И да, сейчас стоит вопрос о том, что в свое время, в 2016 году, Народный фронт добился того, чтобы выделились средства на строительство 35-й школы, и что она должна была быть именно коррекционной, и она была построена как коррекционная школа. Ну, как выяснилось, уже позже кто-то зачем-то взял и данную школу перевел в статус общеобразовательных, и на сегодняшний день дети-инвалиды-то там и не учатся. Хотя школа предназначена именно для детей-инвалидов, коррекционная школа. Многие говорят о том, что должны быть инклюзивные классы в школах. Инклюзия не заменит ни в коем случае коррекцию. Коррекционная школа – это более приспособленные помещения. Это совсем другой педсостав. Надо понимать это. Этих мест катастрофически в республике не хватает, а тем более в городе Якутске. Мы понимаем, что люди со всей республики едут в город Якутск, не создавая места. Как можно людям дать-то вот эту возможность развивать ребенка? Конечно, нужно в этом направлении плотно работать, и мы, в принципе, занимаемся сейчас этим вопросом. 60-70% времени, которое уходит именно на работу по линии фонда «Все для победы» в поддержку наших воинов и граждан новых территорий. Действительно, мы работаем с бойцами СВО, мы работаем с родственниками. Те жалобы, которые поступают от семей наших воинов, они, конечно, в приоритетном порядке также рассматриваются. Если там какие-то вопросы у них юридические бывают, ну, здесь совместная деятельность у нас плотная, хочу сказать, идет с фондом «Защитники Отечества». Действительно, мы понимаем друг друга, самое главное, и стараемся помогать людям. Ведутся сборы денежных средств, ведутся сборы гуманитарных грузов, которые направляются на новые территории. В Курскую область у нас было очень много направлено. К нам подключаются органы исполнительной власти, федеральные органы исполнительной власти. Служба судебных приставов совершенно недавно передала большое количество гуманитарного груза, который уехал в Курскую область. Но мы понимаем, что без поддержки в тылу нашим ребятам будет нелегко. И самое главное, хочу отметить, что и люди это стали понимать. Это понимание пришло, и поэтому, в принципе, у нас, я считаю, общество очень сплоченное в этом направлении и активно помогает. Народный фронт довольно-таки давно уже занялся этой темой, связанной с мошенничеством. Действительно, это бич сегодняшнего времени. За буквально год на 10% выросло количество этих преступлений. То есть это сейчас самое динамически развивающиеся преступления, которые на сегодняшний день происходят. То есть мы понимаем, что с этим нужно бороться. В первую очередь нужно бороться с правосознанием людей, финансовой грамотностью. Да? Внимание! С 25 по 28 ноября Народный фронт за Россию проводит форум обеспечения безопасности граждан от действий мошенников. Проводится такой форум, в рамках которого будут рассмотрены в первую очередь предложения общественников, предложения
правительственных структур, предложения силового блока, так сказать, да, МВД, прокуратуры. То есть у всех уже есть опыт работы, в первую очередь, с дистанционным мошенничеством. И, конечно, есть какие-то определенные наработки. Наша же задача это все саккумулировать и в рамках общественных предложений передать главе республики, ну и Госсобранию Ултумен как бы предложить рассмотреть возможности законодательных каких-то инициатив в республиканском парламенте рассмотреть. Также на федеральном уровне у нас действует сайт мошеловка.рф. На данном сайте люди могут активно сообщать о мошеннических попытках мошенничества, о звонках, регистрировать вот эти номера телефонов, с которых идут попытки мошенничества. То есть об этом мы тоже будем рассказывать на форуме. Форум будет длиться 4 дня, поэтому первый день это пленарная часть, да, где мы вот будем именно обсуждать непосредственно общественные предложения, а последующие 3 дня это будет уже непосредственно работа по финансовой грамотности, лекции различных практических областей. То есть очень интересно, необходимо, конечно, прийти, послушать, ну и принять участие активное. Внимание! С 25 по 28 ноября Народный фронт за Россию проводит форум обеспечения безопасности граждан от действий мошенников. 25 ноября пленарное заседание, где будет заслушана информация Банка России, прокуратуры, МВД. По итогам заседания ставится задача вынести на обсуждение депутатов Государственного собрания Илтумен Якутии предложения для дополнения действующего законодательства по защите граждан, относящихся к социальной категории. С 26 по 28 ноября с 15 часов в историческом парке «Россия. Моя история» будет проходить образовательная программа лекций и мастер-классы под эгидой зоны особого внимания. Не стоит быть уверенным в том, что вас не обманут. Выделите время и приходите на мероприятие, где вы узнаете о последних мошеннических схемах, методах защиты, а также получите консультацию юристов, если вы уже стали жертвой мошенников. В движение можно попасть, подав анкету, либо нам в региональное отделение, либо на сайте Народного фронта. Есть у нас там кнопка для обращений. Подаете заявку просто и становитесь активистом. Как говорил один мой хороший друг, если ты несешь флаг Народного фронта, значит ты в Народном фронте. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ.